Название сегодняшней проповеди – это «Церковь, устремленная в будущее». Наверное, громкое название такое. Да, название классное. Но прежде я бы хотел, знаете, такую ретроспективу сделать последних проповедей, которые я вел. Да? Те темы, которые мы поднимали, вы помните, потому что это как серия такая, может быть, она не очевидная, не такая явная, но если вы вспомните, мы сначала говорили, помните, основание для роста. Все наше основание, вся наша духовная жизнь, все для роста, мы откуда берем? Мы берем это из Слова Божьего. Аминь. Мы берем это из Библии и не будем забывать об этом, да? У нас все основано на это. Потом, помните, на прошлом собрании мы смотрели местописание из Матфея, последняя глава, 28, великое поручение Иисуса. Помните что? Идите и научите все народы. Да? Мы должны делать учеников. Церковь, она призвана, это ее основная функция, это ее главная задача – брать людей из царства тьмы и переводить их в царство света. Все остальное, оно второстепенно. Но это самая важная задача, к чему призвана церковь. И если церковь, она не занимается этим, тогда, может быть, это уже где-то и не церковь. Это может быть классная благотворительная организация какая-то, еще что-то. Но основная задача, она именно в этом. И вот сегодня мы плавно переходим дальше. Вы помните, так, основание для роста, потом вот рост мы делаем учеников. И вот церковь, устремленная в будущее. И я бы хотел вам задать такой вот вопрос. Как вы думаете, вот, что такое успешная церковь? Что такое церковь по Божьей воле? И многие из вас, вы были в разных церквях, в разных поместных общинах. Я хочу, чтобы мы все четко понимали, что у Бога одна церковь, вселенская, да? Но много поместных общин. Более того, даже в каждом городе сейчас по нескольку общин, разных направлений, на вкус и цвет. Выбирай не хочу. Где тебе хорошо? И как так? Почему? И это нормально, я вам скажу. Вы знаете, что у Бога одна вселенская церковь, но в каждой церкви есть нечто особенное. Вы знаете, я вот просто замечаю, что поднимаются какие-то люди в какой-то общине, у которых есть какие-то определенные дары в чем-то. И Бог, Он особенно благословляет церковь, например, в каком-то направлении. И она двигается в этом, и она успешна. Вы знаете, есть церкви, которые успешно ведут реабилитационные центры. И у них прямо вот помазание на то, чтобы спасать алкоголиков, наркоманов, там еще кого-то. Какие-то церкви есть, которые больше ориентированы на молодежь, например. И у них очень сильные там молодежные служения, и много молодежи, и вот это вот все. Кто-то, может быть, я не знаю, там, детская в чем-то, да, кто-то, у них прямо ярко выраженная социальная направленность, да, вот, например, там, накорми голодного, там, еще что-то. Бывают церкви, где много всевозможных служений, да, но все равно они какие-то сферы есть, где есть особенные помазание и благословение от Бога. Но вы замечали, вот, например, в больших городах какие церкви часто бывают? И какие церкви в больших городах успешные? То есть для большого города, в Москву, если приезжаешь, что такое успешная церковь в Москве? Это должно быть большой зал, да, большое собрание, звук, свет, все на уровне, ничего не хрипит, не свистит. Ну, вы понимаете, как бы они должны соответствовать какому-то уровню. Есть и другие церкви, да, и они как бы тоже успешны. У них в другом, наверное, призвание. Не все призваны, знаете, собирать там тысячные залы. И есть церкви там и по 100, и по 200 человек, они тоже успешны. Божий взгляд на это. Ну, то есть мы не только физический рост, например, да, но, тем не менее, церковь, она должна расти. Что я хочу вам сказать? Церковь, она должна отвечать на запросы этого общества, в котором мы живем. Вы согласны? Люди в церкви – это кто? Это те люди, которые живут в нашем обществе. И они приходят, мы не с Марса людей завозим, не с другой планеты.
Но это люди, которые ходят по нашим улицам, они потом приходят сюда. И церковь – это также отражение общества. Те взгляды, те настроения, которые есть в обществе, они так или иначе, они приносятся также в церковь. Вы понимаете? Те процессы, которые протекают в государстве. И вполне естественно, что провинциальные церкви, они отличаются от столичных церквей, например. Или городские церкви не отличаются от деревенских церквей. Потому что это будет, по крайней мере, смешно. Если деревенская церковь, она будет копировать столичную церковь или там делать вот что-то вот такое, знаете, все пафосное и как-то одеваться несуразно, потому что в деревне так не одеваются. Да, вот вы видели, как на собраниях, например, в столичных церквях там можно в драных джинсах прийти, там еще в чем-то. Кто-то наоборот, белые рубашки и золотые заколочки для галстуков. Но в деревне это неуместно, вы понимаете, да? Смешно, по крайней мере. Поэтому церкви, они разные. Почему? Да потому что они отражают то общество, где они находятся. Тот город или тот населенный пункт. Вы понимаете? Вы согласны? Логично все? Но смотрите, при всем многообразии вообще все церкви можно разделить на 3 категории. Я сейчас этого коснусь, но я уже сказал, вы заметили, что наше общество в нашей стране, оно очень сильно меняется. И все процессы, которые проходят, в том числе из-за специальной военной операции, которая происходит, вы заметили, что те лица, которые там десятилетиями мелькали по телевизору, вдруг их не стало. Появляются другие лица, появляются другие настроения, появляются другие разговоры среди элиты, среди говорящих голов по телевизору. Другое, не то, что было раньше. Вы знаете, я вижу, что страна, она так сильно меняется, и что война, она когда-нибудь закончится. И лучше бы она закончилась пораньше. У всех такое желание. Я не думаю, что кто-то в здравом уме хочет, чтобы это, вообще длилось. Ни с нашей стороны, ни со стороны Украины. Но когда она закончится, я сейчас не про это говорю, а про то, что когда она закончится, вы знаете, наша страна, она изменится до неузнаваемости. Вы замечали вообще риторика президента, когда он говорит, что кто должен составлять элиту страны? Знаете, это те люди, которые сейчас защищают интересы государства там, а не те, которые ходят с голыми попами на вечеринки. Да, он там такой пример приводил. Потому что меняется все. Будет потребность, знаете, куча людей, которые придут с войны. Мозги, они меняются после войны. Нужны будут психологи, нужно будет душепопечение. И сейчас оно нужно, знаете, куча территорий, где люди сейчас, они нуждаются. Да? И церковь, она принимает участие сейчас в восполнении гуманитарных нужд, да, потому что люди, гражданские, цивильные люди, которые попадают в зону боевых действий, знаете, они часто страдают. Не по своей воле, да. И кто, если не церковь, будет им помогать? Но к чему я это веду? Общество, оно меняется, вы знаете, церковь, если она будет игнорировать перемены в обществе, она останется на обочине. Общество, оно уйдет дальше, а церковь, она перестанет отвечать на запросы. Что-то я куда-то немножко вперед побежал. Я хотел коснуться, что 3 вида вообще бывает церквей. Может быть, вы их видели, вы наблюдали. И первое, знаете, это такой условная классификация, которую я придумал. Я не настаиваю вообще. Но, может быть, вы со мной согласитесь. Вы знаете, я видел, когда есть такие церкви, у которых взгляд, он направлен в прошлое. И у них славное прошлое, они собираются, они вспоминают. И это здорово, но такая церковь, она пропускает то, что происходит сейчас, то, что актуально сейчас. Если ты живешь воспоминаниями, ты не замечаешь то, что нужно сейчас. Вы понимаете, все решения в таких церквях, они, как правило, принимаются на основании того,
в чем люди они выросли, то, к чему они привыкли, и то, что им нравится. А вот то, что не нравится, мы делать не будем. Вот. Ну зачем нам это? Мы же так никогда не делали. Вы знаете, место Писания, Псалом 136 глава, 136 Псалом, 1 стих. Здесь. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Здесь говорится об израильском народе, что, вы знаете, они пропустили, что Бог, Он делает. Бог, Он творит каждый день что-то новое. А они сидели и плакали, и вспоминали. Да? Они не понимали то, что Бог, что Он делает, это начало чего-то нового. Они думали, что это конец. Все, плен вавилонский. Знаете, что плохое зрение, да, вот когда у человека диоптрии не хватает, или наоборот, они там, плюс-минус, это влияет на твое зрение, да. Но если у тебя нет видения в широком смысле, знаешь, ты ограничиваешь Божию работу. В Библии написано, что, знаете, помните, как в Деяниях, что Господь прилагал к церкви. Бог, Он растит церковь. Его часть в этом, ее трудно преувеличить. Мы полагаемся, да, на Божию работу. Но Господь прилагает к церкви, но люди, они могут ограничить то, что Бог, Он хочет сделать. Вы понимаете? Если ты все время смотришь назад, если ты учишься у прошлого, ты не можешь жить настоящим. И сегодня, так много церквей, они заняты копанием то, чего было, знаете, вот какие славные деньки, а как оно там, это все воспоминания, там еще что-то. Вместо того, чтобы адаптироваться к настоящему и будущему. Кто знает такой псалом? «О благодать спасен тобой». Уже классика, да, такая? Да? «О благодать спасен тобой, я из пучины бед». И, вы знаете. Это просто, ее знают все деноминации. Хит, да, по-моему, в 19 веке написан. Но знаете, я к чему это говорю? Я уверен, что когда автор он написал, я вам точно могу сказать, что были такие общины, были такие люди, которые говорили, нам это вообще современная музыка, она нужна? Зачем нам петь это современное? Когда мы там привыкли, у нас есть хорошие песни наши. Кто-то, может быть, помнит, я как-то рассказывал, приводил такой пример. Я скажу хорошо, в каком регионе. Это было на Сахалине. Там просто так много церквей, что вы все равно не догадаетесь, что это за церковь. Там нереально много церквей, именно евангельских церквей. В любой точке ты куда-то едешь, а вот церковь, а вот церковь, а вот здание церкви. Я никогда такого нигде не видел. Знаете, я во Владимире был, который Владимирская область, не так далеко от Москвы. И там говорят, что ты, или нет, в Суздале тоже. Говорят, в Суздале, если ты стоишь, в любой точке, куда бы ты ни посмотрел на город, ты видишь минимум 3 православные храма. У меня такое же чувство было в Южно-Сахалинске. Только евангельские церкви. Куда ни посмотришь, и там обязательно где-нибудь что-нибудь есть. И меня пригласили в одну из церквей проповедовать. И помните, я, может быть, уже, кто-то помнит, я уже делился этим. Когда я туда пришел, как оказалось, эта церковь, они арендовали помещение у другой церкви. У другой церкви более успешное, грандиозное здание. Просто, знаете, там парковка. Я не знаю, на сколько десятков машин, заасфальтированная с разметкой, альпийская горка какая-то, фонтанчик, мостик через это, двор такой с такой решеткой, знаете, у нас католики позавидуют, ковки на заборе, которая там есть. Вот такое все помпезное. Не побоюсь этого слова, зал там, такой золото, дорого-богато, в общем. И эта церковь, они снимают помещение там, они собираются в 3 часа после этой основной церкви. Мы туда приходим. И, вы знаете, мне на духовном, физическом каком-то уровне мне просто становится плохо.
в том смысле, что 30 или 40 человек в церкви. А до этого пастор, он пригласил к себе домой, он там рассказывает. Он, знаете, такой уже пожилой мужчина, за 70 лет. И он говорит, что вот, я там в 90-е годы, там, когда вот они все начали, и у меня была самая большая церковь в Южно-Сахалинске. Это вот до того, как мы туда на собрание приехали. Я вот это все слушаю, я слушаю все его рассказы, где он работал, что он делал вот там с 90-х годов, и что у него там куча братьев, которые тоже в других церквях, и племянники, они там все служат, и вот это вот, и как вот там вся его родословная вот это. И потом мы приезжаем туда, и вот у него была самая большая церковь. Он возглавлял, да? И сейчас она вот такая, знаете, 40 человек, и я смотрю, и там нет вообще ни одного человека, кто был бы моложе 40 лет. Потом смотрю, 2 человека, я такой, вау, там мужчина и женщина. А потом оказалось, что это его дочь, одна из его дочерей, как бы, да. Вообще нет молодежи, в смысле совсем. И вот как-то все вот это, знаете, они одели какие-то... Я при всем уважении, знаете, мне вот очень... Они духовные люди. Они служат Господу изо всех сил в многие-многие годы, и достойны они уважения. Я со всем уважением к этому. Но вы знаете, я просто почувствовал, что Бог, Он недаром это показал, и Он сказал, что посмотри, я не хочу быть таким. Я безо всяких, знаете, но я говорю со всем уважением. Вы знаете, если человек, либо церковь, ты идешь вперед, но при этом смотришь назад, что произойдет? Ты либо упадешь неоднократно, либо ты наткнешься на какое-то препятствие и больно ударишься, или упрешься и так и останешься стоять. Но невозможно идти вперед и смотреть назад. Итак, с этим закончим. Знаете, следующий тип церквей, условно опять, которые можно вот назвать, при всем при этом многообразии, это церкви, которые живут настоящим днем. И, как правило, эти церкви, знаете, там приятно находиться, нужды, они восполняются, вот все текущие, все, что происходит, оно как бы, оно делается. Но знаете, решения в таких церквях, они принимаются часто при ответе на вопрос, а у нас есть деньги сейчас для этого? Мы можем вот сейчас это поддерживать? То есть церковь, она постоянно находится в режиме, знаете, такого восполнения нужд, существования. Вот это нам нужно сейчас. Вот это сейчас нужно. Давай вот это вот. И давайте я вам просто пример приведу из Евангелия от Матфея, 15 глава, 32-33 стих. Вы знаете всю эту историю. Иисус же, призвав учеников своих, сказал, вы знаете, что большая толпа народа ходила за Иисусом несколько дней, Он учил их, проповедовал, Нагорную проповедь свою говорил. После этого, жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят ему ученики его, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Знаете, церковь, которая живет настоящим, она реалистична. Там комфортно бывает находиться. И пока все нужды, они восполняются, все там делается. Но проблема с этим заключается в том, что ты ходишь не верою, а видением, да, вот то, что ты видишь. Вот оно есть, да, слава Богу, аминь, нету, и не надо. Значит, не аминь. Иисус, Он хочет накормить тысячи, а мы говорим, а у нас хлеба нету. То есть в такой церкви, вы понимаете? Но я вас уверяю, что тот самый Иисус, который накормил 5000 тогда, Он хочет восполнять нужды здесь, в Якутске. А церковь, она говорит, у нас того нету, у нас этого нету. Итак, понятно, да, с этим? Бывает все хорошо, но это хождение видением, да, не в смысле глобального видения, а зрением имеется в виду. И есть третий тип церквей, это церкви, которые устремлены в будущее.
И что отличает? Это я просто вот из своего, знаете, вот я наблюдаю за теми церквями, которые существуют сейчас, реальность. И вы знаете, такая церковь, она ищет способы, чтобы быть актуальной сейчас в наши дни, восполнять нужды людей сейчас, но она уже работает над способами и методами, чтобы оставаться такой же актуальной и современной в будущем. Потому что мир сейчас, он меняется стремительно. И церковь, она призвана отвечать на нужды людей. Вы понимаете? Где еще люди, они найдут ответ на вопросы, если не в церкви? Но если церковь, она застряла в прошлом, если она не думает о будущем, она упустит это, она упустит этих людей, потому что люди там не найдут ответ на свои вопросы. При всем при этом, вы знаете, бывает такое, что церковь, которая устремлена в будущее, она периодически терпит какие-то неудачи. Я вам больше скажу, если в церкви нет каких-то вот таких вот, неудач имеется в виду, например, начали какое-то служение, а оно, не взлетело. Или там пытались что-то сделать, оно не это. Но вы знаете, если такого оно не происходит, я вам скажу, что, видимо, эта церковь, она не делает ничего. Потому что если ты делаешь постоянно, ты что-то, неудачи они будут. Все знаете пословицу эту, да? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я вот как-то смотрел, знаете, вот история создания вакцины от полиомиелита. То есть там касаться не буду. Есть живая вакцина, есть так условно мертвая. И у нас Чумаков, по-моему, когда-то после этого, уже на основании этого что-то изобретал. Но вот один из людей, который вот первоначально сделал вакцину, вы знаете, до этого у него было 200 вакцин, которые не работали. 200. Ничего не получалось. Его потом, после его корреспонденты спрашивали, как вам такое вот вообще, что у вас было 200 неудачных попыток? На что он ответил, знаете, в моей семье меня научили такие слова вообще не произносить. У меня не было ни неудачных попыток. У меня было 200 способов обнаружить ту вакцину, которая не работает. Если у тебя видение для Божьей работы, знаете, человек, у которого повреждено зрение, слепой, он ограничен своим, получается, слухом и осязанием. Он не видит ничего. Но если у человека не хватает, например, знаний, невежественный человек, он ограничен своим кругозором, узостью своих знаний, своих познаний. Но великие люди, Божьи люди, их единственное ограничение – это их видение, насколько они широко это видят. Потому что Бог, Он может все. Он великий Творец, у Него нет границ. Вы понимаете? Человек ограничен. Поэтому у нас так много церквей, так много проповедников, потому что ни один проповедник не может отражать всю полноту славы Божией. Каждый какой-то маленький спектр его славы, его света. Вы только представьте, вот если вспомнить, например, Ноя взять, человек, который строил ковчег всю свою жизнь. И над ним потешались, и смеялись, ждал 120 лет. И, казалось, делал вообще вещь какую-то, для чего? Что-то невозможное. Но у него было видение, то слово, которое он получил от Бога, и несмотря ни на что он это делал. Авраам, когда он оставил дом, ему сказал, что выйди там в другую землю, произведу от тебя народ великий, будешь отцом множества народов.
Но когда он пошел, знаете, вот эта палатка, пустыня, куда-то вышел, ну... Насколько нужно иметь видение вообще? Смотреть не на то, что есть сейчас, а вот именно, знаете, на большую работу Божию. Я вам больше скажу. Иисус, он тоже был такой прогрессивный и смотрел в будущее. Потому что вот он ходил 3 года, да, его служение было. Он готовил учеников. Он спас уже мир, он совершил эту работу. Но он оставил 11 вот этих учеников, которые должны были делать, насаждать церковь и воплощать вот это великое поручение, положить вот это вот начало. Вспомните, это те люди, которые боялись, там прятались. Заперты у них двери были, чтобы никто не пришел и ничего не произошло. Но с Божьей помощью, под Его водительством, посмотрите, как церковь, она выросла. С той небольшой какой-то сотни верующих, которые там, может быть, которые были, и сейчас миллионы по всему миру. А если через историю посмотреть, больше 2000 лет церковь никогда не прекращала своего существования. Вы понимаете, к чему я? Вопрос. В какой церкви ты бы хотел быть? Как думаешь? Понятно, что звучит, я хочу быть в церкви, которая устремлена в будущее. Да? Которая и сейчас актуальна, и современна, и которая останется такой и в будущем. Я вам такой пример приведу. В одной воскресной школе группа, пятиклашки. И учительница дает задание. Я не помню, она там, какой у них урок был. Она говорит, что, ребята, на следующее воскресенье, когда вы придете, всем задание сосчитать звезды на небе. Да, вечером. И на следующий урок приходят дети, тянут руки, пятиклашки, и рассказывают. Один говорит 100, другой 1000, кто-то сказал 1 000 000. И там понеслась там все. И все дети кричат, а один мальчик сидит и ничего не говорит. И учительница его спрашивает, почему ты молчишь, сколько ты посчитал? И он говорит, 3. Он говорит, как ты мог 3 посчитать? Он говорит, наверное, у нас двор такой небольшой, кругом высокие дома и очень маленький кусочек неба. Вы знаете, церкви, которые не смотрят в будущее, у них маленький кусочек неба. У которых нет видения, что Бог, Он велик. Итак, знаете, чтобы быть устремленным в будущее, нужно иметь веру. Первое. Да, мы сейчас плавно перешли к тому, а что же нам делать, чтобы быть церковью, устремленной в будущее? Первое, нужно иметь веру. Не только естественные какие-то вещи, но если Бог, Он обещал, а мы это берем из Его Слова, в том числе, если Он говорит через кого-то сейчас, Он великий Бог. Второе, то, что должно быть, если мы хотим быть церковью, которая устремлена в будущее, не только вера, но и смелость. Потому что видение или взгляд, который устремлен в будущее, он позволяет видеть то, чего другие они не видят. Смелость делать то, когда другие говорят, это невозможно. Зря вы это все. Вы знаете, часто разочарование в Боге, оно приходит не из-за того, что у тебя не хватает денег или каких-то ресурсов, а потому что у тебя видения не хватает. И третье, вы знаете, церковь, которая устремлена в будущее, то есть нам нужна вера, нам нужна смелость. И знаете, нам нужно быть настойчивыми. Третье, для того, чтобы проходить через все препятствия страха, недостатка ресурсов любых. Именно смелость в видении, она говорит, что
Господи, если это Ты, скажи мне, чтобы я пошел по воде. Именно смелость видения, она говорит, что я и мой дом, мы будем служить Господу, несмотря ни на что. Видение и смелость говорит, что несмотря на все препятствия, какие-то проблемы в жизни, я знаю, что есть цель более высокая. В следующей жизни, в вечной жизни будет награда. Для того, чтобы видеть невидимое, часто нужно игнорировать то, что люди вокруг они тебе говорят. Еще раз, я не призываю зомби-режим включать, знаете, там такой, никто мне не указ, но вы понимаете, да? Здравый смысл во всем. Но пренебрегать часто теми словами, которые тебе этот мир говорит. Я вспоминаю, знаете, себя даже, вот когда, например, когда мы начинали, когда церковь, она была только-только основана, наша церковь, у нас была небольшая группа людей. И вот тогда уже мы собирались по домам, по квартирам, там 15-20 человек. И когда вот Александр Житков, он предложил, что давайте купим участок для того, чтобы строить здание. Я отнесся как-то очень скептически ко всему к этому. Ты знаешь, сколько участки в городе стоят? У нас 15 человек, у нас там, по-моему, 200 или 300 тысяч. Ну, по тем временам, может быть, неплохая какая-то сумма была, но этого все равно было недостаточно. Слава Богу, что был человек, у которого было видение на большее. И вы знаете, потом уже, когда появился участок, и был заложен фундамент, и приезжали, вот, помню, у нас здесь Питер Вихман, по-моему, был такой пророк, и он говорил, что я вижу здание, и оно будет служить всей республике, что здесь будут пастора. И вы знаете, когда мы вот учились в семинарии, здесь были учителя и пастора со всех улусов, там, деревень, полный зал. И я вспомнил эти слова, когда он говорил. И слава Богу за тех людей, которые вели, и у которых была вера на каждом этапе. Вы знаете, Бог, Он постоянно поднимал каких-то людей. Сначала один, и у него хватало мужества и силы, и веры. Потом, может быть, он сдувался или куда-то девался, но Бог, Он поднимал кого-то еще. Скажите, аллилуйя. Слава Богу вообще за это. Итак, кто-то может сказать, все это здорово. Классно рассказываешь, пусть наша церковь, она будет устремлена в будущее. Я не против. Да? Но ты знаешь, есть нюансы. Это не только просто, что кто-то волшебным образом что-то сделает, и церковь, она будет направлена туда. Потому что церковь это кто? Покажи на себя. А теперь вот так покажи. Потому что церковь это ты, твой сосед или соседка. И чтобы быть церковью, которая устремлена в будущее, кто-то что-то должен делать. Догадайся, кто. Давайте мы прочитаем еще раз. Давайте вернемся вот великое поручение от Бога. От Иисуса к церкви. Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, то есть к ученикам Иисус, сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Итак, сначала, что нужно? Крестить людей, да? Делать учеников, говорить им об Иисусе, чтобы они приняли крещение, чтобы они приняли Его. А дальше что? 20 стих. После того, как они приняли крещение. «Уча их соблюдать все, что я повелевал вам. И се я с вами во все дни до скончания века. И я вас не оставлю, я буду с вами, дам вам силы» и так далее. Но здесь ключевая. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Давайте мы еще одно место Писания посмотрим. Евреям 5 глава.
с 12 по 14 стих. Смотрите, что здесь говорится. «Ибо, судя по времени, сколько уже прошло, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Другими словами, Бог здесь что говорит? Ребята, нужно взрослеть, нужно расти. Не в смысле вширь и ввысь, да? Мы понимаем. Бог здесь говорит про духовный рост. Да. Кому-нибудь не мешало бы, да? Обычно как-то хочется помолодеть килограмм на 10, а не повзрослеть. Но Бог, Он ожидает, что мы будем расти. И Он что говорит? Зрелым людям нужно уже быть учителями. Вопрос возникает. Зачем? Почему мы должны учить? Знаете, я вам такое местописание приведу. 2 послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Вы его знаете. Смотрите, что написано. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы смотрим на образ Бога, на сияние Его славы, и каждый в меру понимания вот этой славы, применения ее в жизни, мы начинаем отображать эту Божью славу в своей жизни. И мы меняемся из славы в славу. Что это означает? Вот мы кусочек какой-то осознали, переварили, мы начали его отображать и сиять. Дальше еще один кусочек. Вы знаете, я это вижу как... Насколько вот удачный пример будет. Вот представьте, лестница в небо. И она теряется где-то там в лучах славы. И в начале веры ты стоишь у подножья. И на тебя вот падает какой-то свет, и ты начинаешь что-то осознавать, ты поднимаешься на одну ступень, и ты отражаешь Божью славу. Потом ты еще выше, из славы в славу, еще одна ступень выше, еще одна. И конца и края там не видно. И потом ты просто купаешься в лучах славы, отображаешь ее. Запомните здесь, да, мы отражаем Божью славу. Знаете, как луна и солнце. То есть луна, она не светится по ночам, вы знаете, да? Она отражает солнечный свет, да? Сама по себе это не источник света. То же самое с нами. Но мы поднимаемся по этой лестнице. И, знаете, суть вот этого всего в чем? Про ученичество, то, что я говорил. Смотрите, кто-то, например, ты поднялся на 4-5 ступеней. И приходят новые люди. Может быть, ты их привел, может быть, ты кому-то рассказал. И они только приняли, они находятся возле самого подножья. Что ты должен сделать? Ты должен помочь, поделиться тем, что ты уже знаешь, то, что ты уже прошел, наклониться туда и вытянуть их на свой уровень. Там, где ты стоишь уже, то, что тебе доступно, научить их этому. Но при всем при этом не успокаиваться, что мне здесь, я 5-й дан, я на 5-й ступени развития. Но есть кто-то, кто выше тебя, может быть, стоит. Вы понимаете, что это все условно, да? Я насколько могу вот образы создавать. Но ты смотришь на кого-то, и ты понимаешь, и ты тянешься к чему-то, и ты пытаешься подтянуться к этому, ты учишься чего-то, чтобы выйти туда, на новый уровень, преобразиться, подняться выше и отражать там новую славу. Но вот эта иллюстрация, я к чему ее привожу? Как мне кажется, она хорошо показывает, почему мы должны хотеть учить кого-то. Внимание! Это не означает, что так, иди сюда, сядь, я сейчас тебя учить буду. Вы понимаете же, да? Но тому, что ты научился в христианской жизни,
Что у тебя работает? Как ты видишь это? У людей часто вопросы возникают. А как это вообще? Что вот это означает в слове? А ты уже прошел это. Для тебя это пройденный этап. И кто, если не ты, поделится и расскажет? Проповедники, что ли? Библейские школы, курсы и так далее – это хорошо. Я вообще не против, и я надеюсь, что у нас тоже будет. Но это не снимает ответственность с тебя, чтобы быть учителем. Ты должен помогать людям меняться для того, чтобы они больше и больше отражали славы Господней в их жизни. Если ты видишь что-то, надо мудрость иметь, да. Не как там, знаете, такая вот жесткая училка с указкой, которая такая, на, если там что-то неправильно, но любя. Методами Макаренко. Да? Но мы должны помогать людям, чтобы они поднимались вот по этой лестнице. Если ты стоишь где-то выше, и ты, понимаете, здесь вся вот, мы не должны превозноситься при этом. Если ты стоишь, и ты отражаешь славу Божию, но ты думаешь, что я выше кого-то, ну что-то ты не то отражаешь. Это все очень условно, вы понимаете, да, вот я вот это показываю, из славы в славу. Это не означает, что вот там, иди сюда, там, ничего не понимаешь уже, сколько можно тебе сопли вытирать. Да, я тебе объясню. Мы не превозносимся. И при этом, если ты назидаешь, те люди, которые они чуть выше, они назидают тех, кто ниже, сами назидаются от тех, кто в духовной сфере, да, как бы выше. При этом, при всем, что происходит? Церковь Божия, она становится сильнее. Жизнь людей, она меняется. И мы больше и больше отражаем славу Христа. И мы должны относиться к этому серьезно. Ну, я вот стараюсь шутить, как бы, да, чтобы не все уснули, только часть людей. Но если мы не будем этого делать, если мы не отнесемся к этому серьезно, вы знаете, настанет тот день, когда уже и некого учить-то будет. Кто заметил, что с годами все сложнее и сложнее учиться чему-то? Ну, каким-то знаниям, например. Особенно если мозг, он не натренирован к запоминанию чего-то, то уже давно ничего не учил. Все только со скрипом начинает работать. Настанет тот момент, когда, знаете, уже и учить-то некого будет. Давайте мы прочитаем книгу Судей, 2 глава, 7-10 стих. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин». Здесь говорится про Иисуса Навина. Вы помните, да? Тот человек, которому было доверено ввести народ в землю обетованную, да? После того, как Моисей, он умер, именно Иисус Навин, он ввел от людей, и тогда служили во все дни там вот Иисуса Навина. И дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределах удела его в Фаннав-Сарай на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. Тогда, внимание, и когда весь народ, он и отошел к отцам своих, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю. Если мы не будем учить, настанет тот день, когда придет то поколение, которое и знать ничего не будет. Так, понаслышке. Вы понимаете, да? Мы обязаны готовить следующее поколение, не оставлять его. Чему мы должны учить? Мы должны учить следующее поколение быть верными Богу, помнить о Нем. И откуда мы берем все знания? Из Священного Писания, из Библии. Бывают откровения,
но оно никогда не идет вразрез со Священным Писанием. Нам нужно читать Писание, знать его, чтобы мы могли ссылаться на что-то приводить в пример. И смотрите то, что я вот еще раз хочу сказать, подчеркнуть. Не нужно создавать библейский класс какой-то, расставлять парты, приглашать туда людей, и вот он, я учитель. Нет. Оно не в этом заключается. Но то, что мы говорили, то, что ты получил, ты можешь передать это одному человеку, например. Делиться с ним. Для этого не нужно иметь богословское образование. Для этого не нужны кафедры, кабинеты. На кухне можно за чашкой чая. Вообще тема. Это все, как ты можешь быть учителем. Но нужно помогать людям вокруг отражать больше и больше славы Божией, преображать их жизни. Если вернуться еще раз, вот к этой иллюстрации с лестницей, что мы на одну ступень выше, еще на одну ступень выше, и мы все больше и больше света, славы Божией отражаем. Чем выше мы поднимаемся, тем больше и больше мы отображаем Бога, которого мы любим, да? Я хочу, чтобы каждый задал себе вопрос. Где я нахожусь на этой лестнице? Как вот ты себе ее представляешь? На самом верху. На самом верху это очень сильно, как бы сказать, знаете, как Павел писал, что все познаю и не могу познать всю эту силу, которая воскресила Христа, да? Возможно ли вообще такое? Я думаю, что Бог, Творец всего, которому нет начала и конца, и который велик, возможно ли его познать. Но здорово, если человек, он как бы может сказать, что не суть, я не про это, как бы, да? Но если ты где-то там... Здесь даже вопрос, знаете, наверное, не так стоит задать. Не в том смысле, где ты находишься сейчас, а у тебя есть движение. Ты поднимался на ступень выше. Потому что часто люди, они находят какую-то площадку, вид классный, светло, и я нормально свечу уже. И приходит успокоение, и как-то, зачем там что-то дальше вот это вот все? Уже нормально. Поэтому вопрос, наверное, следует таким образом задать. Когда я последний раз поднимался на ступень выше? Чтобы никто не зазнавался, я там сверху, я там снизу. Но важен процесс здесь, понимаете, движение. И у всех разная скорость подъема, так скажем. Но важно не оставаться на месте. Поэтому если ты долго уже на какой-то ступеньке, наверное, надо кого-то найти, кто мог бы тебе помочь подняться выше. И на самом деле, вы знаете, то есть продолжается ли у меня духовный рост? Вот в этом вся суть. Расту ли я? Развиваюсь ли я? Или уже все? Уже ничего не надо. Потому что, если мы говорим про церковь, которая устремлена в будущее, а церковь – это ты и твои соседи, и я, и это люди, которые вокруг, то что эти люди должны делать? Они должны меняться, они должны расти духовно. И если они не растут, то как церковь она может смотреть куда-то там или устремляться куда-то? И на самом деле я постоянно, знаете, я вот когда говорю про нашу церковь, я всегда очень горжусь в хорошем смысле церковью, людьми, кто есть. И потому что постоянно вот процент людей, те, которые что-то делают, он постоянно растет по отношению к общему числу. И я просто вспоминаю, когда, знаете, там
Ну, как обычно начинается все. Вот помните, у нас вот вообще первый пастор евангельский, который появился в Якутске, это вот Юрий Вдовенко был, который одно время там вот вел церковь, которая одна была евангельская церковь в городе. И что он был? И швец, и жнец, и на дуде игрец, да? Гитару взял, попрославлял. Сначала стулья расставил, кафедру принес, воды налил. Ну, если она есть. Если нет, то там сыграл, потом все это убрал. Потом начали появляться люди. Кто-то начал что-то привозить, кто-то начал что-то делать. Он все равно еще везде там все бегал, делал, но количество людей вовлеченных, да, оно постоянно расширялось, да. И в нашей церкви, вот то, что я вот вижу, знаете, меня радует. Вы посмотрите, у нас сзади уже место заканчивается, вот даже для просто медиаслужения. Нам нужно было вот ящик еще поставить, на него камеру, и еще один компьютер туда должен добавиться. То есть вот там скоро вообще места не будет, вот там вот не стоять, не сидеть. Слава Богу! Потому что одному человеку это невозможно. И знаете, есть такое правило, вот как бы говорят 20/80. Ну, как правило, 20% людей делают 80% работы. Я могу сказать, что в нашей церкви это не так. Уже. Какое-то время, да, было. Но сейчас это больше. И все больше и больше. И вы знаете, смотря какие служения вообще смотреть, а ведь много же еще всего, что протекает за пределами воскресного собрания. И люди, они там участвуют. И вот меня это прямо радует. Еще раз, если смотреть, мы призваны, как церковь, где бы ты ни находился, но если ты уже что-то познал в Иисусе Христе, если ты находишься на этой лестнице, отражаешь что-то, всегда есть люди, кому ты можешь помочь. Кого ты можешь научить. И вот научить, наверное, не очень хорошее слово. Еще раз, да, что вот мы не класс делаем. Вы знаете, я вот верю, вот есть такое понятие, как наставничество, да? Вот это то, что мы должны делать. Что это подразумевает? То есть сначала ты смотришь, что я делаю. Смотри, вот это делается так. Вот, я делаю. Потом мы делаем вместе. Давай, вставай. Вот мы делаем вместе что-то рядом. А потом я смотрю, как это делаешь ты. Древний принцип, как не знаю что. Самый лучший способ что-то обучить. Если ты просто посадишь человека и будешь ему читать нотации, ты не можешь человека научить, например, так молиться, ты не можешь научить его так читать Библию, ты не можешь его научить так понимать Слово. Но если так, вот смотри, берем, Господи, благослови наше понимание, наше чтение сейчас, потом берешь, читаешь, и потом, что я об этом думаю, что мне Бог говорит об этом. Ты понял? Понял. Давай. Вы понимаете, как это? А не так, что садись, бери, читай, говори. Человек на тебя смотрит. Итак, если ты понимаешь важность вот этого, что тебе нужно быть готовым, нужно кого-то обучать, нужно помогать кому-то, нужно что-то делать. Нужно быть готовым к этому. Не оставайся равнодушным. Аминь. Нужно найти кого-то. То же самое со служениями с какими-то. Я хочу тебе сказать, более того, первая, самая важная часть для человека, который ведет какое-то служение, когда ты делаешь что-то, она в чем заключается? Подготовить себе смену. Должен быть кто-то, кому ты это передашь. Это самая важная задача. Потому что если ты этого не сделаешь, настанет тот день, когда то любимое служение, которому ты так себя посвящаешь, ты что-то делаешь, оно умрет вместе с тобой. Если никого не будет, кому передать? Вы понимаете? Еще раз, если мы не будем никого готовить, может настать тот день, когда будет уже некого. То же самое применимо к церкви, да?
Что я хочу сказать вообще, к чему я все подвожу? Вы знаете, на самом деле здесь открывается вот мудрость Божия в том, как Он вообще, вот Его Божий план для церкви. Церковь – это группа людей, это люди, которые собрались во имя Его, чтобы постигать Его, но там, где каждый, он помогает друг другу расти. Вы понимаете? Вот эти вот связи, они должны быть между людьми в церкви, чтобы мы помогали друг другу. Потому что церковь – это не церковь одного человека, знаете, там проповедник на сцене, вот он там что-то говорит, и он всех учит. Вообще нет. Он только задает какие-то тренды и направления, в чем мы двигаемся и куда. А работу делаешь ты. Понимаешь? Или какая-то одна группа людей, она не призвана делать всю работу. Но церковь, она вот именно в этом и заключается. Там группа, и постоянно какая-то движуха, и мы друг другу помогаем. Чего вы молчите? Какое-то великое откровение, да? Давайте я вам место Писания приведу. Многие его слышали, причем слышали, наверное, совсем не в том ракурсе. Евреям 10 глава, 23-25 стих. Говорится следующее. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». То есть будем уповать на Господа. Будем держаться исповедания Его постоянно. Дальше. «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Еще раз, это все одно. Одна мысль. Мы читаем подряд. Один контекст, да. Дальше. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем ближе усматривайте приближение дня оного». Вы знаете, часто верующие не слышали только 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых это принято». Причем часто в церквях все переворачивают с ног на голову и говорят, что это говорится о том, что ты не должен из нашей общины уходить в другую общину. Хотя здесь говорится совершенно про другое. Здесь говорится про то, что не будем оставлять веры нашей, да, вот это вот. Все, когда мы с этим разобрались, это тема для отдельной этой. Но я хочу обратить ваше внимание именно на 24-й. Это все один контекст. Одно послание. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вы понимаете суть? Мы должны быть внимательны друг к другу, поощрять к любви и добрым делам. Я хочу закончить историю, я уже ее рассказывал. Кто-то помнит, может быть, но тем не менее. Правдивая история. Летний лагерь детский. И он уже подходит к концу. Остается последний день, последнее собрание. И приезжают родители, приезжают, других детей привозят. И вот как бы очень много людей. Чтобы родители как-то могли организуются какие-то классы, тоже чтобы детей туда отвезти, которые только приехали. И вот в один из таких классов, знаете, приводят мальчика небольшого, и у него нет руки. То есть чуть ниже локтя, как бы, да, отсутствует рука. И учительница воскресной школы, она, молодая, и так как бы взволнована, и тут как бы, знаете, вот она куда ни смотрит, у нее вот все, прямо лето, футболочка, и руки нет, и вот она все никак не может, там куда-то глаз отведет, и как-то все равно возвращается. И потом в конце как-то вот она говорит, что дети, а давайте мы построим церковь. И вот она крыша, вот она стены. И потом она понимает, что он не может, у него руки нет. И возникает такая неловкая пауза, и она вот так вот стоит. И знаете, вот дети, часто у которых стоит поучиться, маленькая девочка подходит к нему, абсолютно непосредственно такая, и говорит ему: давай я помогу тебе построить твою церковь. Берет у него одну руку и ставит свою руку.